Всем привет! Ни для кого не секрет, что пользоваться для набора текста физической клавиатурой кнопочной гораздо удобнее, чем сенсорным экраном. Но тем не менее большинство новых смартфонов, да и просто телефонов переходят на сенсорные экраны, потому что это будущее телекома, это уже для всех стало очевидно, и поэтому ищутся разные методы улучшения этого ввода сенсорного экрана. Одно из наиболее удачных решений – это программа Swipe. Итак, программа представляет собой революционный метод, когда, не отнимая палец от клавиатуры, мы набираем текст. Ну и чтобы долго не разглагольствовать, давайте я вам покажу, как это работает. Я наберу этот метод, очень удобен. Этот, как видите, выводится слово метод, очень удобен. Достоинством программы является то, что не надо очень сильно целиться куда-то. В принципе, если знаешь клавиатуру, то палец быстро скользит, и все, как говорится, отлично набирается. Если же вы не так хорошо знаете клавиатуру, недавно с этим делом, с сенсорным телефоном, то есть и вторая методика набора текста, и она тоже мне напомнила лично словарь на моем Е63. Итак, давайте я покажу. Набираем букву П, Р, вот, например, пре. И видите, уже выводится плашка сверху, и он уже, например, предлагает сразу президент. Выбираем, и он отпечатывает слово. То есть, возможно, даже такой способ, или давайте аккумулятор наберем. Так, это я ошибся. Вот, аккумулятор. То есть он тоже предлагает. Вот, если нам не нужно, то мы зачеркиваем. Поменять язык можно, зажав вот эту кнопочку, где находится ру. Так, язык, вот, и тут есть несколько языков. В принципе, словари загружаются, и именно в последний момент именно и появился свайп поддержка русского языка для Symbian, и поэтому я решил, собственно, снять видео. Если же вас все-таки не устраивает каким-то образом свайповская клавиатура, как видите, она изменяется, или вы хотите что-то изменить, то можно сделать два типа. Просто повернуть телефон, и тогда выводится обыкновенная клавиатура, цифра буквенная, стандартная, 109. Давайте я для примера наберу слово «мама». Вот, набралось. Либо можно повернуть назад клавиатуру, естественно, и войти в функции, параметры, метод ввода swipe, выбираем «нет», и перезагружаем телефон, и после перезагрузки у нас обыкновенная становится клавиатура. Ну и на этом, я думаю, со свайпом мы разобрались. Всем пока.